Калмыки – народ, исконной религией которого является буддизм, насчитывающий более 2500 лет своей истории. На территории российского государства буддизм существует с начала 17 века, когда некоторые калмыцкие племена приняли российское подданство. В наши дни степная республика Калмыкия на юге европейской части России все больше и больше привлекает внимание людей, практикующих и изучающих буддизм. Основное население Калмыкии придерживается традиции Махаяны, большой колесницы учения желтошапочной школы Гелугпа. Кроме того, степная республика имеет богатую историю и культуру, самобытные ремесла, ярко выраженную восточную архитектуру, знаменита дружелюбием и гостеприимством, а также великолепной национальной кухней. Возможно, конечно, многим из вас уже знакомо это величественное здание справа от меня. Для тех же, кто не в курсе, краткая справка. Перед вами золотая обитель Будды Шакьямуни, что по-калмыцки звучит как Бурхын Бакшын Алтын Сюмэ. Это крупнейший буддийский монастырь на территории Республики Калмыкия, а также самый крупный буддийский комплекс в Европе. Ежедневно с 9:00 здесь, а также еще в 26 храмах и хурулах, калмыцких монастырях, проводятся многочасовые ритуалы молебны за благополучие калмыцкого народа, процветание республики, счастье и здоровье всех живых существ. И все это проводится под руководством и при непосредственном участии внушительного числа специально образованных людей, представляющих монашескую сангху Калмыкии. Монашеская сангха была впервые установлена Гаутамой Буддой в V веке до нашей эры для обеспечения максимальной возможности тем, кто желает практиковать дхарму полные сутки, свободные от ограничений и обязанностей бытовой жизни. Сангха также выполняет функцию сохранения оригинального учения Будды и обеспечения духовной поддержки буддийского сообщества. В широком смысле для сообщества буддистов употребляется термин «четырехчастная сангха». Это сообщество, наличие которого свидетельствует о распространенности учения Будды в стране или регионе. В узком же понимании, например, при принятии прибежища, а иными словами, принятии обетов, под сангхой рекомендуется понимать освобожденную сангху, сообщество святых, освобожденных от иллюзий своего внутреннего эго существ. Ключевой особенностью буддийского монашества является следование виная, образу жизни, который содержит сложный набор правил поведения, в том числе и полное целомудрие. Большую часть суток это строгий порядок изучения священных писаний, философские диспуты, молебны, а также физический труд в монастыре. Нарушение правил влечет за собой наказание, вплоть до постоянного исключения из сангхи. Как же все-таки становятся монахами? Кто эти загадочные люди в загадочном одеянии? Существует ли особое призвание к этому, или монашество – это всего лишь определенная ступень для достижения духовных высот? Каково же это быть буддийским монахом? Именно этой теме будет посвящен наш фильм. И чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы со своей съемочной группы решили отправиться в далекую Индию, в монастырь Дрипунг-Гаманг, в крупнейший в настоящее время буддийский университет традиций Гелуг. И вот мы в Индии, на родине Будды Гаутамы, в единственной стране в мире, где культурные и религиозные традиции не прерывались с древнейших времен. Наше путешествие началось с прибытия в Гоа, штат на юго-западном побережье Индии. Самый популярный курорт и просто культовое место пребывания и отдыха страны. Древнейшая культура, открытые и жизнерадостные люди, а главное яркие краски. Вот какой нам открылась Индия.
Другую столь колоритную, в буквальном смысле, страну в мире, пожалуй, не сыскать. Здания, наряды, еда, транспорт – все вокруг яркое и разноцветное. В Индии проживают сотни народов, говорящих на разных языках, ведущих разный образ жизни, по-разному одевающихся и питающихся, поклоняющихся разным богам. Сложно сказать, что удерживает всех этих людей вместе, кроме государственной границы, причем периодически оспариваемой соседними государствами. Хотя именно в Индии понятия мира, шанти и добрососедских отношений вынужденно являются частью национальной идеи. Высоко в южных горах через маленький населенный пункт проходит граница между Гоа и Карнатакой, другим штатом, в котором, собственно, и находится монастырь Дрипунг. Изначально Дрипунг зародился как монастырь в пригороде Лхасы в Тибете. Ранее это был самый крупный буддийский монастырь и университет школы Гелуг тибетского буддизма, а также место паломничества, который был основан в 1416 году учеником Дже Цонкапы Джамьянг Чадже. Этот монастырь поначалу был резиденцией Далай-лам, до того, как был построен дворец Патала. Настоятели монастыря играли важную роль в политике Тибета. Настоятели Дрипунга были наиболее близки к Далай-ламам и занимали высшие посты, в том числе нередко становились регентами при малолетних Далай-ламах. В монастыре было более 15 тысяч монахов, и это был самый большой монастырь Тибета. В конце 50-х годов прошлого века Тибет был оккупирован Китаем. Духовный и светский лидер Тибета, его святейшество Далай-лама XIV, был вынужден покинуть родину. Вместе с ним ушло в изгнание и около 100 тысяч тибетцев. Уже здесь, находясь в изгнании в окрестностях города Мунгот, тибетские беженцы организовали новый университет-монастырь Дрипунг, где сразу стали функционировать дацаны Гаманг и Ласелинг, своего рода факультеты с различающейся системой познания философии буддизма, в которых учатся около 5000 монахов. Гаман-дацан всегда имел прочные связи с Монголией и Россией. В нем, в отличие от других монастырей, традиционно существует большая община, представляющая монголоязычные народы, по-тибетски Сокпо, в том числе российских бурят, калмыков, а также тувинцев. Отдельные их представители в свое время занимали и продолжают занимать далеко не последние роли в истории развития монастыря, а также ответственные должности и руководящие посты. До этой поездки мы имели весьма отдаленное представление о том, что такое буддизм и чем он является. Собрав некоторые подобные часто задаваемые вопросы, мы предприняли попытку найти на них простые и наиболее понятные для всех ответы. Большинство из них мы решили задать самим монахам, нашим землякам из Калмыкии, с которыми нам удалось назначить встречу в монастыре. Несмотря на свою усиленную подготовку к предстоящим экзаменам, они смогли выделить для нас немного времени, чтобы рассказать о своем нахождении в Индии. Меня зовут Мукабен Асанал, я родом из Макшин-Шибинер. Мне сейчас 31 год. В монахи я пришел после окончания школы в 18 лет. Поступил как молодым послушником в Лисинский хуру в 2001 году. А к концу 2002 года отправился на учебу в Индию. С 2002 по настоящее время нахожусь на обучении в Индии, в монастыре Дрипунг-Гаманг. Закончил курс парамиты в 2012 году. Меня зовут Йонтен Лоджи, это мое монашеское имя. А в миру меня называют Сергей Киришов. Монахом я стал в 16 лет, точнее в 15 лет я пришел в Хурул манджиком, был послушником. И после этого, после начального такого базового обучения, нас отправили в группу из 4 манджиков, отправили сюда, в Индию, в монастырь Дрипунг-Гаманг, где мы приняли монашеские обеты, и я получил свое имя Йонтен Лодой. После школы, такого, как в жизни,
для меня стал такой вопрос, чем я хочу или кем я хочу быть в жизни своей. То есть, ну, задался вопросом о смысле своей жизни. И вот после изучения как бы кое-каких текстов по буддизму у меня появилось желание стать буддийским монахом. Ну, вообще, изначально желание стать монахом у меня возникло еще в детстве, когда я учился где-то в младших классах, в классе 2. Но это было неосознанное желание совсем. Просто я видел, там, в Хуруле Лам видел, там, по телевизору, и мне хотелось тоже вот так вот, да, вместе с ними жить, посвятить жизнь, да. Ну, как на тот момент я как думал, что молиться надо, да, вера и так далее. Пришло время выбирать уже в 9 классе, после 9 класса все у нас ученики выбирают свой профиль, кто чем будет, да, заниматься дальше, кто поступит юридический, кто экономический, да. И я вот в это время я задумался, какой мне профиль выбирать. Ну и, естественно, мои мысли, да, нужно выбрать то, чтобы в чем я видел какой-то смысл, чем я буду заниматься всю жизнь, и мне чтобы это нравилось, чтобы это имело пользу для меня и для других. Ну и я пока на тот момент я не находил ничего. Дальше у меня мысли развивались, вообще зачем, какой вообще смысл жизни, что вообще делать в жизни мне. И вот так потихоньку мысли развивались и дошли до того, что я решил стать монахом, изучать буддизм и дальше вот жить монашеской жизнью вот, и помогать по-своему людям и так далее. И так вот я оказался в Хуруле, затем в Индии. Ну, Индия — это, во-первых, страна, как сказать, приветливых людей. Вот. Ну, здесь, как сказать, люди, жизнь, вообще сам темп жизни, да, отношение людей к жизни, самой, ну, ко многим вещам очень сильно отличается от того, что мы видим в России. То есть, ну, здесь люди намного проще, люди более приветливые, как бы сама атмосфера такая располагающая, как бы, как сказать, ну, к открытости. Но я вот много, как бы, провожу времени в интернете, я читаю новости в Калмыкии, там, что происходит, всегда интересуюсь, общаюсь с людьми, которые находятся в Калмыкии. Трудностей особых именно вот в быту, никаких трудностей я уже не ощущаю. Я уже живу вот 8 лет в Индии, уже ко всему привык. Конечно, можно было бы на пару дней приехать, посмотреть, как изменилась наша республика, да, увидеть родных. Но мне непонятно вот это слово «скучать». Что значит «скучать»? То есть я понимаю, что я здесь нахожусь в Индии, сейчас прохожу обучение. Это все нужно, чтобы потом работать, да, принести какую-то пользу в Калмыкии. И я осознанно приехал в Индию. Как можно скучать тогда? Хотеть домой, если я сам решил поехать в Индию. Но сейчас с развитием, как бы, современных технологий уже как-то проще стало. Было в начале, когда мы в 2002 приехали, тогда не было, как повсеместно не было интернета. Мы ходили в интернет-кафе раз в неделю, в выходной. 3 часа, 4 часа набирали на клавиатуре там письмо длинное, там, не знаю, ну, так же. И по почте письма писали тоже. А сейчас уже, ну, как бы современные, сейчас мобильные, как бы, технологии очень развиты, и как-то проще держать связь, ну, как бы, с родными, с близкими, с друзьями. Сейчас мы находимся непосредственно у входа в славный монастырь Дрипунг Гаманг. И попасть на территорию Гаманга нельзя, не пройдя через эти монументальные, выполненные в традиционном стиле ворота. Ну, а завел речь о воротах я не просто так, ведь, безусловно, интересным фактом является то, что строительство этих самых ворот в 2002 году было спонсировано главой всех буддистов Калмыкии, нашим Шаджин Ламой. Конечно же, пользуясь случаем, я не могу не выразить калмыцкому верховному ламе свои слова признательности и искреннего восхищения его деятельностью.
Ведь благодаря его настойчивости и энергии в буддийских храмах возрождаются традиции, о которых два предыдущих поколения калмыков почти ничего не знали. Было очень символично, что в этот же день съемок из дома мы получили благословенную новость о назначении досточтимого Тело Тулку Ринпоче на пост почетного представителя его святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, с чем мы его от всей души хотели бы поздравить. Благодаря только лишь его авторитету нашей команде открылись многие двери Гаманга, в том числе и к самому его настоятелю, досточтимому Кинпо Ринпоче, посвятившему большую часть своей жизни преподаванию дхармы монахам Гаманга и даруя учения, неоднократно посещавшему Калмыкию. Первое, что я отметил по приезду в Калмыкию, это хорошо развитую систему образования и его уровень среди населения. Также это ощущается и в духовном отношении. Еще в Тибете, до ухода в Индию, я помню, что в Гаманге было очень много калмыцких монахов, причем разных титулов, в том числе и таких высоких, как Геше. В Индии их тоже было много. И сейчас, в Элисте, я встретил калмыцких монахов, которые обучались в Гаманге. Также я помню нынешнего главу буддистов Калмыкии Тело Тулку Ринпоче, который был очень хорошим учеником. Я думаю, что как современная молодежь очень талантливая, обладает очень большим потенциалом, благодаря тому, что сейчас образование, оно доступно, очень доступно в России, да? И сейчас то поколение, которое сейчас является молодыми людьми до 30 лет, они обладают очень большим, я считаю, большим потенциалом для того, чтобы осуществить любые цели. Лично я знаком с очень многими молодыми людьми, которые имеют по 2-3 высших образования, обладают специальными такими знаниями, которые, такой уровень образования среди калмыков, вообще он в истории, наверное, никогда не было такого, как сейчас. То есть это уже дает большую причину для того, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом. А если молодежь называет себя буддистами, то они должны прежде всего стремиться к тому, чтобы получить знания о том, что такое буддизм и в чем суть буддизма, и для чего его практикуют и так далее. То есть нужны обязательно знания. Конечно, у многих молодых людей есть очень чистая вера, но одной веры недостаточно, нужны знания. Для того, как это делается, каким образом практикуется, применяя в жизни, мы можем намного улучшить общество в целом и Калмыкию в частности. Посетив главный молельный зал монастыря, мы не могли не обратить ваше внимание на эти красивые танки. На них изображены 17 великих учителей древнего индийского монастыря Наланда. И именно они разъяснили людям учение Махаяны. Ну а для тех, кто еще не догадался, к чему я веду свой рассказ, я напомню, что наша Калмыкия – это единственное место в мире, где по совету самого Далай-ламы XIV все эти 17 гуру полностью размером в человека, вылиты в виде бронзовых статуй. Перед этой поездкой для меня стала удивительной новость о том, что при своей сравнительно небольшой численности калмыцкая диаспора монахов Гаманга имеет собственное общежитие на территории монастыря. Вот так это общежитие выглядит снаружи. И сейчас мы постараемся как можно более подробно рассказать и показать, как живут наши монахи. Начиная с постсоветского периода, в разное время тут обучалось более 50 монахов из Калмыкии.
Во время нашего пребывания мы застали 6, живущих по одному или по двое в жилых комнатах здания, построенного центральным хурулом. Здесь же монахи обустроили и оборудовали своими руками отдельную молельную комнату с библиотекой. Распорядок дня у нас как выглядит? Ну, утром встаем, ну, если молебен есть утром, там, 5:30 подъем. В 6 часов начинается молебен. Потом он где-то заканчивается к часам 8. Вот. Возвращаемся, там какие-то тексты повторяем, смотрим, там, готовим тему для дебатов, которые начинаются в 9 часов. Вот. С 9 до 11 утренняя сессия дебатов, учебные дебаты, там, диспуты. Мы на дебатах прорабатываем те положения или постулаты, которые изложены в философских текстах, рассматриваем с разных сторон, то есть разные точки зрения, вот с помощью вот такого анализа, то есть в виде спора. То есть кто-то, один из оппонентов принимает определенную точку зрения, и другой пытается его опровергнуть, то есть опираясь тоже на какие-то аргументы, доводы, которые он берет тоже из источника, источником являются тоже тексты, буддийские философские тексты. И вот благодаря вот такой работе с материалом, он намного легче усваивается, чем просто, если бы было формально просто заучивание и так далее. Я нахожусь на территории Чура. Это место, где ежедневно проходят учебные диспуты по буддийской философии среди монахов разных курсов. Как вы видите, это, конечно же, очень зрелищное действие, в котором ежедневно участвует до 1000 монахов. И это стандартная учебная дисциплина, которая входит в учебный процесс каждого монаха. Благодаря анализу и размышлению над этим текстом обретается лучшее понимание. И поэтому именно такая форма обучения была принята в тибетских монастырях для изучения буддийской философии. Вот в течение 2 часов мы занимаемся анализом изученного. В 11 часов у нас обед, перерыв на обед. Мы по очереди, то есть ходим на кухню, то есть дежурит, кто дежурит, он идет, берет на всех еду. В основном рис, лепешки. И также там, к рису бывают там разные овощные рагу, бывают там похлебки гороховые. У нас сейчас питание очень хорошее в монастыре, на настоящий момент. У нас в среду и воскресенье дают фрукты еще дополнительно. А раньше было более скудно. Там была одна и та же, есть такая баклажановое блюдо. И она почти давалась 5 дней в неделю, по-моему, одно и то же. А сейчас какое-то разнообразие уже появилось. Монахи Гаманга готовят еду себе сами. Студенты в порядке очереди ходят готовить еду на весь монастырь. И происходит это именно здесь.
Вся пища для монахов готовится по старинным рецептам на общей кухне и на дровяных печах. На завтрак сладковатые лепешки и тибетский молочный чай. На обед овощи и хлеб, а иногда рис. На ужин рис и тукпа, тибетский суп с лапшой. Вот такой вот рацион. Мы пришли именно в тот момент, когда монахи готовят традиционные тибетские лепешки пале. На утро им необходимо испечь 1500 таких лепешек, и мы решили им в этом помочь. Как известно, святые тексты многих религий содержат в себе ограничения на употребление тех или иных продуктов питания. Так, например, мусульмане и иудеи не едят свинину, индуисты редко едят говядину, а многие и вовсе сторонятся любых видов мяса. И таких примеров можно привести еще немало. В рационе буддистов, однако, особых продуктовых ограничений нет. Впрочем, чем ортодоксальнее буддист, тем больше пищевых запретов он себе ставит. Наиболее аскетичный подход к питанию проявляется в традиционной диете буддийских монахов. Они отказываются от большинства видов мяса и избирательны в использовании специй и приправ. Если там человек не хватает ему и только монастырской пищи, он может, собственно, сам себе готовить. У нас есть в общежитии кухня собственная. А на рынке можно купить любые овощи. Если человек страдает без мясной пищи, он может поехать в соседнюю деревню, в кафе, и там заказать себе мясные какие-то блюда. Я лично мясо не ем с 2002 года. Это не обед, это, собственно, такое мое решение. Если какие-то проблемы со здоровьем возникнут, я не думаю, что это так необходимо воздержаться от мяса. То есть, если я могу не есть, я не ем, потом у меня получается. Как буддийский монах, я отказываюсь от приема пищи вечером. Вот утром завтракаю и в обед обычно обедаю, и все, и до следующего утра. Это уже в течение 11 лет уже такое практикую. Обычно, так как здесь в силу особенностей климата в Индии, мы после обеда, в основном, когда наступает пик жары, обычно большая часть монахов в монастыре, они отдыхают, то есть у нас бывает тихий час у многих. Но это, конечно, у каждого свой индивидуальный график, кому как удобно. И в этот период большинство предпочитает час или два на сон после обеда, как тихий час получается. Потом у многих начинаются уроки, индивидуальные занятия с учителем. То есть они договариваются со своим наставником, который дает пояснение по текстам, он назначает время. И обычно этот урок длится час. И некоторые монахи бывают по 2-3 урока в день. И промежутки между уроками или когда есть время, монах сам открывает самостоятельно трактат, что-то заучивает, то, что ему нужно. И вот таким образом процесс идет учебный. В течение дня такими делами занимается. Потом в 5 часов опять раздают еду, ужин. Так как не все монахи могут себе позволить после обеда не есть, по состоянию здоровья и так далее, то монастырь он предоставляет ужин для монахов. Потом после ужина тоже многие бывают уроки. И в 7 часов начинается вечерняя сессия дебатов, в 7 вечера, и она длится до 11. Я нахожусь в эпицентре Чора, в месте, где происходит очередной философский диспут. Только на этот раз он несет более индивидуальный характер, так как в нем участвуют монахи более высоких рангов, а оппонентами у них выступают великие учителя.
Действо несет более масштабный характер, за которым наблюдает практически весь монашеский состав монастыря, начиная с самых младших курсов. После, дебатов, придя, в свою комнату, я, например, захожу в интернет, там, проверяю новости и так далее. То есть, уже какое-то свободное время, потом читаю свои практики, молитвы и ложусь спать. Мой отец говорит, что до того, как пошел в школу, я вообще по-русски не мог разговаривать. Вот. И, когда я пошел в школу, то все, перешел уже на русский язык. Со временем, это подзабылось. Но я знаю, что если я, начну, если я попаду в среду, то я буду понимать, что говорят, и смогу поддерживать, беседу на калмыцком языке. Сейчас у меня монашеский сан Гецу. Это, можно сказать, первая ступень монашеских. И есть выше, это уже гелонг. Это уже самый высший монашеский сан. Вот, а сейчас я изучаю ритуалы, изучаю, мандалу, как построение мандалы. И после учебы, чтобы приехать домой в Хурул, и там уже у нас в Хуруле центральном, или в каком-то другом Хуруле, по ситуации уже будем работать во благо именно в этом направлении, чтобы возрождать наши буддийские традиции, которые были, которые сейчас есть, но все равно мало кто о них знает, мало кто понимает, для чего это. Это все нужно будет делать. Мы издали сутры на калмыцком языке. Это Алмазная сутра Дурджевджи-2, потом Зюркна Белик, это сутра сердца на калмыцком языке, тоже для того, чтобы верующие, калмыки, они имели возможность читать молитвы или сутры на родном языке. В Хуруле, центральном Хуруле сейчас ввели в практику чтение молитв на калмыцком языке перед ежедневными молебными. Тоже читается Иткыл и сутра сердца, Зюркна Белик. Есть небольшая сложность с переводом молитв. Их очень сложно переводить на калмыцкий язык, потому что там в молитвах смысл очень глубокий. И чтобы их правильно перевести, мало просто знать языки. Мало знать тибетский и знать калмыцкий. Нужно хорошо понимать смысл этой молитвы, и тогда получится перевести правильно молитву. Поэтому мы не можем просто сейчас взять все молитвы, просто одним разом перевести. Это очень большая работа, это нужно изучать, нужно обсуждать это. В общем, большую исследовательскую работу нужно проводить. Естественно, учение можно перевести на калмыцкий. Я думаю, что даже, можно сказать, что в скором будущем это будет уже. Родина буддизма – это Индия, на самом деле. И уже, можно говорить о традициях разных буддизма. То есть, буддизм распространяется в новых в странах и среди новых народов. Он впитывает в себя какие-то элементы культуры, которые присущи этим народам. То есть можно говорить, например, о тибетской традиции буддизма или о калмыцкой традиции, но что буддизм, он сам тибетский или индийский, или калмыцкий, это вообще нельзя так сказать. То есть те ценности, которые несет в себе буддизм, они универсальны для любого народа, для любого человека. То есть, поэтому я не считаю, что это правильный термин, говорить о том, что это тибетский буддизм или это калмыцкий буддизм. Вот. Существуют какие-то культурные аспекты, которые тоже являются, как Йосиф Далай-лама говорит, что есть буддийская культура, есть буддийская, есть религия, буддизм как религия, есть буддийская культура, есть буддийская философия. То есть здесь на разных аспектах, о разных аспектах можно говорить. То есть это такое явление, которое нельзя однозначно вместить в рамки религии или в рамки культурных каких-то различий. И вот когда говорят в основном о калмыцком буддизме или тибетском буддизме, имеется в виду именно культурные различия, то есть этих народов. Но сама суть учения, она неизменна, независимо от того, кем она практикуется, калмыком ли, индийцем ли, тибетцем ли, в общем, я так считаю.
В учении Будды говорится, что основа как бы для учения, существования учения Будды, это является монашеская община, или как санха мы говорим, да? То есть функцию сохранения и передачи учения Будды, собственно, в течение многих веков несет на себе, в главную очередь, это санха, то есть состоящая из именно посвященных монахов. И как бы одна из главных обязательств, ну как настоятель нашего монастыря говорил, что это в первую очередь это дисциплина, то есть практика дисциплины. Стоит понимать, что для того, чтобы быть монахом, нужно соблюдать дисциплину. Ведь в общей сложности то, что соблюдается монахом, составляет свод правил из 253 обетов. Но из них самые главные — это 4 правила. Не убивать, не воровать, не лгать и не прелюбодействовать. И если их не соблюдать, то ты не монах. Монашество — это очень такой непростой путь на самом деле. И если люди думают, что как бы, ну, что они станут монахом и как бы все проблемы решатся сами собой, то это не так. То есть монашество — это тяжелый труд на самом деле. То есть это постоянная работа над своими недостатками, постоянная работа над собственной самодисциплиной и так далее. То есть если человек, он решил выбрать этот путь, он должен быть готов как бы прилагать максимальные усилия для того, чтобы по-настоящему пойти по этому пути. Но с другой стороны, как бы очень много у молодежи неправильное представление о монашестве. То есть им видится, что монахом может стать только избранный человек, только тот, кто обладает уже изначально какими-то достоинствами, которые не каждому как бы они доступны. Это заблуждение на самом деле. Монашество, как, наверное, в любом другом деле, в любом другом выборе, важна именно осознанность. Человек должен понимать, зачем ему это нужно, для чего это ему нужно, что он хочет этим достичь. Бывает, что у людей возникает такое желание стать монахом. У многих людей кто-то устал от работы, ему хочется уйти в монастырь, кто-то там еще что-то, да, по каким-то причинам хотят уйти в монастырь. Но если нет осознанного желания всю жизнь посвятить практике дхармы, желание, да, действительно породить в себе отречение, желание, да, осознанное желание. Если человек не видит реальной в этом пользы для себя, то в монашестве ему будет очень трудно. Монашество, оно доступно для любого человека, который готов как бы соблюдать определенные правила дисциплины и в соответствии с этим правильно совершенствоваться. То есть это не является чем-то таким сверхсложным и недостижимым для обычного человека. Не нужно думать, что монашество — это что-то такое прям недостижимое. Монахи такие же люди, как остальные, но в отличие от обычных людей, они приняли решение вот не как бы, то есть соблюдать дисциплину и идти по этому пути до конца. Как я пришел, когда в 15 лет уже пришел в монашество, как я тогда думал, что я пришел осознанно. И уже приняв монашеские обеты, немножко пожил, значит, монашеской жизнью, изучал буддизм здесь уже в Индии, в Дрипунгаманге. И я понял, что тогда у меня было мало осознанности на самом деле. И только вот, опять же, с годами приходит больше осознанности. И даже тогда, когда я был уверен, что я делаю осознанный выбор, сейчас я понимаю, что на самом деле это не так, да, не то чтобы совсем неосознанно, но мало осознанности было в этом. Хорошо то, что я со временем, у меня появилась эта осознанность какая-то, почему я, собственно, до сих пор сохраняю свои монашеские обеты, живу монашеской жизнью. То, что у меня это с годами только укрепляется желание, укрепляется уверенность, что в правильности своего выбора. Быть монахом — это в первую очередь решение. То есть человек решает для себя, что вот он будет именно вести такой образ жизни, и там уже, каждый человек, конечно, разные причины, почему он это решение принимает. Но, собственно, быть монахом — это решение человека, то есть именно вести такой образ жизни. И даже те, кто, например, стали монахами в детстве неосознанно,
тем не менее, когда они приходят в осознанный возраст, они все равно принимают решение, то есть оставаться либо монахом, либо как бы, ну, уйти. То есть, ну, это, вот, монашество — это решение, я так считаю. Само по себе стать монахом, я не считаю, что это какое-то достижение. То есть стать монахом, в принципе, может любой стать. Для чего человек принимает монашество, для чего становится на этот путь, да, и живет, держа свои обеты. Он посредством вот этой монашеской нравственности приближается к просветлению. Переоценить роль монашества в буддизме — это очень сложно. Потому что санха — это одна из 3 драгоценностей. Хотя как бы монахи простые люди, многие, как бы, да, но те обеты, которые они соблюдают, они являются как бы реализованной дхармой. Поэтому это само по себе представляет очень большую ценность. Что ж, возможно, для кого-то монашество и является лишь этапом для достижения высокого сана, а вывод я сделал свой. И Индия мне в этом очень помогла. В последнее время, с подачи многих мировых СМИ, у людей бытуют различные, нередко и превратные мнения о монашестве. Не знаю, как вы, а я понял лишь одно. Наши монахи, проходящие тяжелые учебы в этом монастыре, люди, действительно горящие душой и всем своим существом стремящиеся достичь просветления ради блага всех живых существ. Никого не заставляют быть монахом. И в наше время монашество, на мой взгляд, это особый подвиг. По течению, как известно, плывет только мертвая рыба, а монах – это человек, взявший на себя смелость ни много ни мало противостояние простого человеческого добра всему злу, которое есть в мире. И теперь я уверен, что для этого требуются особые внутренние силы, которые нужно еще в себе воспитать. И все-таки без особого признания, без благословения свыше, без благодати, которая поддерживает человека в этом подвиге, монахом быть невозможно. Padma Sambhava Padma Sambhava Padma Sambhava Padma Padma Sambhava Padma Sambhava Padma Sambhava Om Dalai Lama 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 Lama Tashidele Lama Tashidele Lama Tashidele Lama Tashidele Lama Tashidele Lama